Айтқанымыз кібі, рекламадан сон біздің студиямызда субет башланacak ве сіз бұл субетке дәветлісіңіз. Шымды есе мұсафірлерімізден таныш етеміз сізлеріні. Керчектен де спортнен бағылы. Бұйырыңыз, үрметлі сейіржер, бүгін біздің студиямызда Эльдар Ибрагимов, Кезлев шейер мемориетінің депутаты. Абкеримбей Юнусов, Харашых күреш бойынша спорт ұстасы. Ве Сейдамет Сейдалиев, идманчы. Селам алейкум. Сабақ шәфлеріңіз хайырлы олсын. Асыл сабаңыз насыл башланды? Как добрались до нас? Узақтан келдіңіз. Да, ну так, доехали хорошо, как сказать, с настроением. Как готовились со вчерашнего дня аж. Так что доехали хорошо. Хош келдіңіз, мы очень рады вас видеть. Перейдем, наверное, к главной теме нашей сегодняшней беседы. Вчера в Евпатории состоялось знаменательное событие. Да, событие. Открылся первый в своем роде в Евпатории клуб по смешанным единоборствам «Аскер». Как это было, кто помогал, и я думаю, наверное, мы начнем с вас, Эльдар Бей. Как это было, как администрация города отнеслась к такому решению, к такому предложению и как поддержала? Вы знаете, я сам занимаюсь спортом, себя считаю спортсменом, и очень уважительно отношусь ко всем остальным спортсменам нашего города. И раньше я всегда слышал, что в нашем городе занимаются спортсмены разного направления, там каратисты, борцы, боксеры. И один раз мне на слух попала такая информация, что вот появился парень молодой, который набрался смелости, начал тренироваться там кёкушинкай карате, потом начал заниматься вольной борьбой. А потом он поехал на материковую Россию и начал заниматься смешанными единоборствами в клубе Емельяненко. И начал не просто заниматься, еще и побеждать. Вот. Потом, когда вот мы Крым присоединился к России, значит, я смотрел телевизор как-то, и в Симферополе, если вы помните, проходил такой битва за Крым. Там бои без правил, реклама была сильная. Тоже посмотрел и увидел, как там наш Абкерим Юнусов, евпаториец, достойно представил Крым и победил эти соревнования. И с тех пор я зарекся, что как я встречу этого человека, обязательно окажу всяческое ему содействие и помогу. Мы познакомились с Абкеримом Юнусовым, и он рассказал о своих намерениях, о том, что он хочет открыть спортивный клуб в городе Евпатория. Начали подыскивать спортзал. Я позвонил нашему директору Дворца спорта города Евпатории для того, чтобы он помог и оказал содействие, выделил какие-то часы во Дворце спорта. Но он пошел навстречу, сделал больше, он выделил помещение и сказал: оно ваше круглые сутки. Занимайтесь и растите чемпионов. Вот, в принципе, на открытии у нас присутствовал глава администрации города Евпатории Андрей Филонов. Он также является спортсменом, он с 9 лет занимается и вольной борьбой, и карате. И получается, что нашли полное понимание власти нашего города. Мы считаем, что это очень хорошо, очень хорошая тенденция. Чего, Гузель? То есть, Абкерим Бей, вы стали инициатором открытия этого клуба? Да, я давно об этом мечтал, чтобы у нас был свой зал. Я очень давно хотел этого, потому что не получалось, ездил там выступал. А сейчас подумал и захотел, чтобы свой зал был, свои люди, свои дети выступали, побеждали на чемпионатах, чтобы больше ездили, чтобы показывали, что у нас есть бойцы достойные. То есть здесь вы сталкиваетесь с такими трудностями, как ехать в другой город, в другое место для того, чтобы потренироваться. Да. Вы добились того, что вы сейчас спортсмен такого уровня. О вас знает не только Крым, о вас знает не только Россия, но далеко за ее пределами.
Тяжело ли было начинать и как вы себя заставляли тренироваться? Ведь у нас в студии было много гостей, спортсменов, которые говорили, что добившись какого-то определенного результата, заставить себя идти на тренировку все равно было сложно. Было ли сложно вам? Ну, было очень сложно, было очень тяжелые моменты. По финансам было тяжело было куда-то выезжать, но хотелось на чемпионат. Даже очень было тяжело чего-то добиваться, потому что и весогонкой гоняли очень много вес, там по 10 кило, по 8 кило. Очень. Потом еще надо выступать на следующий день, а это очень тяжело. Считай, это вдвойне тяжелее, чем просто выступать. Надо еще вес согнать. Ну, как сказать, все детство, сказал, я в залах занимался и, считай, не выходил оттуда. Считай, по всем городам ездил, там чуть-чуть опыта. И вот хочу сказать тренеру своему Седаме Сидеевичу Сагам, потому что он в детстве много чему меня научил. Как сказать, благодаря ему я вот вышел до такой степени. Машалла. Седамет Бей, сложно ли было разглядеть, сложно ли вообще в ребенке, который впервые пришел на тренировку, разглядеть будущего чемпиона? И что нужно сделать для того, чтобы вырастить из него чемпиона? Ну, вы задали такой вопрос, что мне тяжело даже на него ответить. Он пришел не один, их было 3 брата, они и есть. Старший брат Алим, Амет, средний и младший он. Они все 3 были способные, но один из более способных, конечно, это был Абкерим. Он был совсем маленький, когда начинал. Ну, для того, чтобы начинать определенным видом спорта заниматься, конечно, борьба была ему большим подспорьем. Он показывал очень хорошие результаты. Нигде, никогда, ни в коем разе он старался не уступать своим соперникам. Ну, хочу вперед забежать, не растягивать это надолго. Он побеждал во многих международных соревнованиях, республиканских, областных. В 2007 году он стал чемпионом Украины, это как бы чемпионом страны среди юношей. Должен был поехать на первенство Европы. Ну, как бы вместо него взяли другого. Но я хочу сказать, он встречался с ним, как бы по встречам как бы сопоставляют. Он встречался с ним 4 раза. 2 раза он у него выиграл, а 2 раза он проиграл. Ну, тот мальчик, конечно, я не скажу, он был со столицы. Его везде возили по всем международным соревнованиям, то все. Если мы выросли на Мивине, как бы и на местных соревнованиях, чисто на своем желании. А того мальчика возили. И хочу такое сказать, что поехав на Европу, тот мальчик сразу стал в призерах. Потом этот мальчик выполнил норматив мастера спорта международного класса и был участником Олимпийских игр в Лондоне. Ну, на этом месте я бы хотел видеть его, ну, если была бы такая сильная поддержка со всех сторон. Хотя мы старались, помогали всем, чем могли. Ну, не было, может быть. Сейчас у нас более есть опора как-то и желание, как бы мы не опустили руки. Мы шли и идем как бы. И когда вчера было открытие зала, я сказал, и еще раз хочу повториться, что вот начинали мы заниматься в подвальном помещении. Потом чемпионом Украины и норматив мастера спорта он выполнил на 1-м этаже. Сейчас данный спортзал мы открыли на 2-м этаже. И я бы хотел, чтобы по своей профессиональной, по карьерной лестнице мы хоть потихоньку, но росли и шли вверх, не опускали руки. Мы как бы, кто-то оставляет, кто-то уезжает, хочет чего-то доказать.
Ну, мы как бы, я считаю себя патриотом своего народа. Я крымский татарин, я должен жить в Крыму. Чох где? Чох Салонус. Как мы знаем, что вы являетесь мастером спорта Советского Союза по вольной борьбе. А как начинался ваш путь в спорт? Ну, меня в спортзал, можно сказать, привел мой старший брат. Я ему премного благодарен. Все свое, все, чего я достиг, я, конечно, только ему благодарен, потому что он меня за руку привел в спортзал, он мне дал все азы в этой борьбе. Также он начинал тренировать и Абкерима, потом передал, сказал, вот вы должны уже сами продолжать это наше дело. Ну, как бы. И на сегодняшний день он как бы не отошел от борьбы. По возможности он тоже помогает. Что я могу сказать? Ахам чох сауалыңыз. Умытетемовский вашим досознабахави и Джанлана сознен берабер. Мы опять-таки перейдем к клубу. Кто будет тренером, я думаю, уже известно. Какой объем людей готов принять клуб? Со скольки лет желающие мальчики, возможно, даже девочки, могут прийти и записаться в клуб? Как часто будут проходить тренировки? Обо всем об этом я прошу вас рассказать. Ну, я хочу сказать, что у нас занятия будут каждый день, считай. Дети могут заниматься, у нас заниматься будут с 5 лет, 5-6 лет и там, может, до 70. Сколько хватает. Безгранично. Да. И будет там, у каждой своя группа будет, младшая, старшая и средняя. И будет каждый вид, у меня будет киокушинкай, вольная и смешанный. И у кого есть желание, будет каждый записываться на свой вид. Если есть у кого каждый день, будет каждый день заниматься. Вот так. Так постепенно будем. У нас еще есть ученики, кто тоже будет помогать у меня. Тоже уже они выступают на чемпионате России. Музафар Ишматов такой есть. Он сейчас вот предпоследнюю Россию ездил, тоже неплохо выступил. Ну, чуть не повезло, как сказать, чуть до финала не дошел, ну, достойно показал. 2 боя победил, 2 проиграл боя. Маша. И еще хочу сказать, вот недавно стал тоже ученик с нашего клуба. Он стал чемпионом России по уши-санда. Это как китайский вид. Ну, тоже очень сильный вид. Как смешанное единоборство, тоже самое кидать, только в шлемах и в защите. Вот он только что стал в Белгородской области, где Федор Емельяненко в Осколе, чемпион России. Вот теперь ждем его домой. Чох Гузель, а мы ждем его в нашу студию, чтобы он Позовем. рассказал, как это все было. Обязательно. Абкеримбей, у меня вот такой вопрос. А вы тренируете, планируете тренировать? Ну да, конечно. Вы уже тренируете? Вы Ну, уже я действующий тренер? да, я уже, как сказать, я выступал и как потихоньку начал, а сейчас я как уже меньше выступаю, а больше уже занимаюсь с детьми, там, с ребятами. А какие вот у вас наставления, какие у вас секреты есть в работе? Но у меня наставление, как сказать, чтобы как такое желание, чтобы кто-то вышел очень высоко, как Емельяненко, чтобы достиг такое желание у меня, как-то хочется, чтобы был кто-то у нас. Абкеримбей, смотрите, мы знаем, что вы чемпион достаточно высокого уровня. Какие у вас были бои, самые запоминающиеся ваши бои, и почему они вам запомнились, где они были? Это был самый первый бой у меня был в Москве, считай, очень сильный. Со мной вышел, там сказать, я молодой, мне 20 лет было, а со мной 32 года, считай, уже в годах. У него было за плечами 20 боев, а у меня 0. И мне сделали как испытание. Если побеждаю, значит я иду дальше. Он чемпион по тайскому боксу, чемпион Беларуси. И я вышел с ним 15 минут. Ну, очень сложно было с ним. Но я его постоянно там на болевые валил его постоянно. И после этого победил. И после этого меня позвали
Федор Емельяненков клуб, чтобы я занимался, выступал за них. После этого у меня пошло там бой за боем. В год было 4 боя у меня вышло. Считай, ну, все побеждал. У меня 8 боев, 7 побед. Вы говорили о том, что вы, и Ильмар Бей также говорил о том, что вы, Эльдар Бей, вы говорили о том, что вы участвовали на соревнованиях и тренировались в Москве на материковой России. Что сподвигло вас вернуться обратно в родной Крым? Что вами двигало в этот момент? Ну, как дом есть дом, как дома всегда лучше, теплее, как сказать. Ну, хотелось бы, что я научился, я там взял, мне хочется оставить здесь, тоже показать нашим ребятам, чтобы, что я там научился, им дать свой опыт, чтобы тоже они достигали, что я научился, может, тоже научиться и будут чемпионы. Чего гузель? Тогда, может быть, вы что-нибудь пожелаете нашим телезрителям? Ну да, хочу, чтобы никто не болел, главное, чтобы все занимались спортом, это очень главное. И ждем вас в залах наших. Чего гузель? Çok sağ olunuz. Сейдамет Бей, вы как старший наставник, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, возможно, поделиться какими-либо секретами? Я вот такое бы хотел сказать, что, как говорится, я же присоединяюсь к этим словам, что идите в спортзалы, ведите детей в спортзал. И как бы мы старались всегда с улиц завести детей в спортзал. И я всегда говорил, все, может быть, чемпионами не бывает, но оно бесследно не исчезает, оно всегда все на пользу. И, пользуясь моментом, хотелось бы еще вот, буквально на днях мы вернулись с первенства России по вольной борьбе с Новосибирска. Наш же ученик, мальчик, стал бронзовым призером. И в Симферополе мальчик стал чемпионом России среди юношей до 16 лет. Но я имею в виду с нашего зала мальчик. Пусть это бронзовая медаль, ну и как бы был даже отмечен трехкратным олимпийским чемпионом, был на этих соревнованиях присутствовал Александр Карелин. Ну и как бы поблагодарил нас. Мы его поблагодарили, что он как бы отметил, что вот крымчане уже начали на материке показывать результаты. Мы стремимся, чтобы больше этого было. И как бы я всегда говорил, Абкерим, надо приходить в спортзал, чтобы наша молодежь тянулась именно к таким, показывать результаты. И у нас как бы президентом Федерации борьбы является глава республики Аксенов Сергей Валерьевич. И от него как бы поддержка. И мы стараемся эту поддержку как бы не оплошать, не ударить без лицом, а раз мы уже идем вперед, мы должны всегда идти вперед. И хотел бы сказать, что идите в спортзалы, занимайтесь, набирайтесь здоровья. И хотелось бы, чтобы спорт вам, занятие спортом приносило пользу. Оно вред никогда не принесет. Çok sağ Çok olun. sağ olunuz. Eldar Bey. Эльдар Бей. А я хотел бы пожелать всем нашим телезрителям, чтобы они обязательно приходили в спортзал, нашим спортсменам хороших спонсоров, чтобы наши предприниматели обращали побольше внимания на своих спортсменов, помогали им финансово. И также хотел сказать, что спорт – это философия, это не просто физическая какая-то культура, это философия всей жизни. Приходите в спортзал, изучайте эту философию. Çok sağ Çok olun. sağ olunuz. Kelgeniz Kelgeniz için. Çok için. sağ olunuz. Галебелерiniz için ve elbette ki maksadlar için çok sağ olunuz ve elbette ki yanı sportzalınızın açılığı hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Иште достар, біз есе бөле гүзел спорт ақында сөз жүрсетіп, сізні енді башқа бір дүнияға, яғни музыка дүнияға дәвет етеміз.